Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Калейдоскоп событий. Чему быть, чего не миновать. Пожалуйста, если тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Чему быть, чего не миновать? Какие события меня ждут впереди? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие события, какой калейдоскоп событий вас ждет впереди. Ух ты, будете бороться с кем-то, сражаться. Так. Тут у меня очень сильный человек вышел. Смотрите, вот эта картинка, да, человек с мечом в руках, видите? Четко стоит на ногах, и человек борется. Борется с левой стороной. Левая сторона у нас отвечает за негатив, за неприятности, за злые ситуации, за порочные какие-то связи, за людей злых, за врагов, за злые обстоятельства, за все неприятное, что может случиться с человеком и в жизни человека. Вы будете вот так вот смело мечом бороться. Причем вы будете бороться не только за себя, но и еще за двоих. Я не знаю, кто эти двое, но судя по этому рисунку, это ребенок, может быть, и второй человек это может быть и ваш любимый человек, да, прям муж может быть, любимый. Может быть, также мама, сестра, я не знаю, кто-то из родственников. То есть за двоих вы боретесь. Знаете, тут вот пахнет какой-то гадостью. Вскроется какая-то гадость, причем достаточно жесткая. Кто-то вредил, магичил, химичил, травил, уводил, запускал руки не в свое. Понимаете, здесь вот травля даже могла быть какая-то. Вы об этом узнаете, и вы не будете горевать и думать, что вот злые люди на меня напали, темные времена вошли в мою жизнь. Нет, вы не поступите так, даже если для вас это естественно. Наоборот, вы почувствуете какой-то гнев, да, праведный гнев. Вы возьмете вот этот меч и пойдете направо-налево рубить всех врагов. То есть вы от себя даже не ожидая, может быть, за себя вы бы и не стали так бороться активно, но за тех, кого любите, за тех, кто вам важен, за тех, кто частично вас, вы, понимаете, капусту любого покрошите. И я вижу, что вы будете победителем, потому что победа за вами. Здесь, видите, человек выбрасывает белый флаг. Видите, флаг вышел. То есть вы поразите всех своих врагов, вы поразите все дурные обстоятельства и ситуации в своей жизни. Знаете, вы даже с судьбой можете пободаться за то, чтобы в вашей жизни был праздник, и за то, чтобы в вашей жизни все проблемы и беды отступили. Понимаете, вы даже вот с судьбой можете сразиться. И причем выйдете из этой ситуации, из этого сражения, из этой борьбы, вы выйдете победителем. Я скажу такую вещь, что эта ситуация, она не сегодняшнего дня. Как будто бы эта ситуация уже была в развитии. И вы, ну, я не хочу, конечно, обвинять тут, но я скажу, как я вижу. Я вижу, что вы подозревали, что вы понимали, что что-то происходит не так, не то, но вы либо не обращали на это внимание, либо вот какой-то авось был, да, ну, типа, я сейчас занята, я об этом подумаю попозже, а может быть, как-то само там уладится, наладится, и ничего страшного не произойдет. Но реалии жизни таковы, что вам выпало то, на что вы не обращали особого внимания. И то выпадет, что вы, например, не принимали в свою жизнь и говорили, что нет, со мной такого никогда не случится. Не-не-не, с кем угодно, но только не со мной. Знаете, вы как будто бы ваша душа сама выпросила этот урок. Урок силы, урок стойкости и урок познания себя. Ведь вы через этот бой вы реально себя познаете, насколько вы сильная, насколько вы мощная, и что вам не стоит ничего бояться в жизни. Все будет так, как вы захотите. Мало того, здесь я вижу, смотрите, сердце, но оно неполноценно идет. Причем
Это сердце объединяет ангел. Видите, вот голова и крылья ангела. Ангел объединяет двух людей, двух абсолютно разных людей. То есть не похожих ни по характеру, ни по темпераменту, ни по карме, ни по судьбе. Вообще абсолютно два разных человека объединяются под крыльями этого ангела. У многих это отыграется как отношения, брачные отношения, семейные отношения. А у других может отыграться вот это полусердце как дружба. Дружба, знакомство, общение с человеком, который совершенно не вы, не похож ни капельки на вас. Но вот эта разность двух людей, она входит, вернее, вы будете входить в такой симбиоз, когда вы будете не отталкивать друг друга по этой разности, а наоборот дополнять. То есть вы войдете в состояние единого человека, сверхчеловека. Будь вы друзья, будь вы пара, будь вы любовники, то есть вы настолько сильно вы растете друг друга, настолько сильно вы сроднитесь, при всем при том, что это воля судьбы, воля высших сил. Видите, ангел вас вот так вот крылышками раз и обнял, да? Вот он ангел, и крылышками он вас обнимает. Возможно, у кого-то отыграется ситуация, что вы как ни сном, ни духом и не ждали, что вас ведут с каким-то человеком, который, вообще не ваш типаж, да? Но вплоть до того, что там, не знаю, с какого-нибудь афроамериканца замуж пойдете, да, то есть тоже может быть, причем там, который живет там в Америке, да, либо где-нибудь там в Европе, либо девушка, например, мусульманка выйдет замуж за христианина, католика, да, то есть, понимаете, настолько разные люди, разных культур, разных мест и разного восприятия жизни сходятся вместе. Вы не должны от этого отталкиваться, и вы не должны этого бояться, потому что у вас сводят высшие силы, значит, так оно и будет. Для чего это вам дано? Вам идет особый специальный партнер, либо друг, либо партнер, который вас как бриллиант отточит все ваши грани, да, раскроет все ваши способности и таланты. Это человек высокой чувствительности, и его вибрации очень сильно совпадают с вашими. Это не просто какой-то первый встречный, с которым можно там потусить, погулять, а именно человек, который для жизни, для того, чтобы вас хранить как самую большую драгоценность, как хрустальную вазу, вас, знаете, вот прям пылинки с вас дувать. Вы же для этого человека идете спасителем, спасительницей, потому что, видите, вы-то сильная, да, вот ваш знак сильная, а он какой-то худенький по сравнению с вами и ущербный. То есть вы этого человека спасете от какой-то тоски, хандры, может быть, здоровья, вылечите его, может быть, утешите, может быть, я не знаю, какие-то проблемы его порешать. Я не могу понять, это общее гадание, я не могу тут точно сказать, что произойдет. То есть вы этого человека спасете от какой-то злой участи, да, злой судьбы, злой кармы, какого-то злого рока даже, может быть, череды несчастий, нежелания, например, жить и двигаться вперед. То есть вы даете этому человеку, вы дарите, вернее, этому человеку дыхание, новое дыхание, которое его излечит, спасет и окрылит. А он, в свою очередь, клянется вас защищать, оберегать и делать вас счастливой. Вот такая идет ситуация. То есть, еще раз говорю, это может быть как и брак, так это может быть и дружба. В любом случае, это нечто, я не знаю, из ряда вон выходящее. Это что-то необычное, и это как дар идет. Как дар, такие возможности, они не даются всем подряд. То есть вы можете иметь 1000 друзей, но такого человека никогда не встретите. Либо вы можете, 10 раз замужем бывать, но вот такого мужа никогда бы у вас не было, в принципе, в природе бы не было. Это два человека проработанные рукой высших сил. То есть вы обточенные уже, вы как, знаете, такие заготовки под какой-то прекрасный шедевр. И вместе вы будете друг друга обтачивать, вот как я говорила, да, и будете как бриллиантами становиться. Вот вы два алмаза, которые нужно обгранить, и вы станете бриллиантами. Вдвоем вы будете так сверкать, так сиять, что заслепите своим счастьем весь мир. Вот такая идет ситуация. И я вам более скажу, что вас так сильно будут оберегать, вас так сильно будут хранить. Просто, знаете, вы как, не знаю, как какой-то эксклюзив, что ли. Извините, не знаю, можно так про людей говорить или нет, но ваша пара, либо ваша дружба, ваши отношения, да, в паре у нас тоже люди могут дружить, они невероятно уникальные. Может быть, даже это какой-то эксперимент высших сил идет. Но смотрите, как вас сильно защищают, как вас сильно оберегают, как вас закроют, да, со всех сторон ангелы закроют своими крыльями от всех проблем, от всех бед, от всех неудач. Мало того, здесь еще и выход в какую-то новую жизнь, в новое какое-то начинание. То есть переезд, перемена места, перемена
обстоятельств, я не знаю, как это правильно сказать. То есть вот вас с одного места берут и вот как другое место перемещают. Причем то совершенно другое место, не похожее на предыдущее, и там жизнь совершенно другая сложится. Ну, как будто бы это какая-то иммиграция, не знаю, как это правильно можно назвать. Даже может там, из деревни переехать в большой мегаполис, это уже тоже большая разница, либо наоборот, с мегаполиса в деревню. Но в любом случае, все ваши перемещения, все ваши перестановки, переезды, они будут для вас очень кстати, они будут для вас очень полезными, они будут для вас очень нужными, и они принесут вам просто массу удовольствия, массу радости в жизни. У вас, как ни крути, еще идет какая-то свыше, вот прям смотрите, свыше, да, вам идет, ну, я не знаю, как это правильно вам озвучить, да, чтобы все. Вот вы как будто бы учитель, да, наставник, зодчий, да, и здесь люди, и они все к вам тянутся, вот такая очередь из людей, да, и вы этим людям вот даете какую-то указку, наказ, слова, вы их стимулируете, вы их поощряете, вы им подсказываете, вы им помогаете. То есть, понимаете, я не могу понять, что это. То есть, может быть, вы станете депутатом, может быть, вы станете там, политическим активным деятелем, может быть, вы станете каким-то известным доктором, либо эзотериком, да, то есть, ну, вот то, что мне на ум приходит, что я могу предположить. И вы вот людям помогаете. Смотрите, какая бесконечная очередь к вам именно идет. Это с вашей стороны, вы, женщина, вот видите, с вашей стороны, и вы вот так руку вверх поднимаете, и как будто бы, ну, как человека благословляете на что-то. Вот такой момент идет. Да. То есть вы еще свое предназначение найдете, вы свою миссию найдете. Я не могу тут точно сказать, чем вы будете заниматься, но однозначно это будет что-то невероятно новое для вас. То, что раньше вы не делали, не пробовали. Либо если и делали, пробовали, то в каком-то, ну, каком-то, не знаю, там, несущественном формате. То есть как-то вот сквозь вы прошли. Ну, прикоснулись, да, и дальше пошли. А теперь вы будете этим заниматься именно, ну, профессионально, что ли, да, вот прям. Это именно и есть ваша миссия, ваше призвание. Вы еще себя найдете. Знаете, очень хороший песок вышел. И я, пожалуй, на этом и остановлюсь. Я не хочу тут ковырять глубже, пусть все идет как идет. Я вижу в этом песке силу и волю высших сил. Я не могу ей противоречить, и, возможно, мне недостает опыта, чтобы правильно вот передать этот посыл, который здесь прорисован. И я вам основные тезисы рассказала, а все остальное пусть останется на ваше восприятие. Каждый для себя поймет то, что он должен понять. Главное, что я за вас очень рада. Я вижу, что вам высшие силы дают награду. Вас высшие силы ведут, вас не оставляют. Вы не брошенный человек, вы не одиночка. И вы заслужили все самое лучшее, вы это получаете. За это я очень рада. И пусть каждый получит самый лучший и самый драгоценный дар для себя, который сделает этого человека счастливым. Счастья вам, мои дорогие, здоровья вам и всего самого-самого наилучшего. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.